Дечь бурищ, здравствуйте. Тема занятия – падежи. Существительные склоняются по падежам. Большинство неодушевленных существительных склоняются по 15 падежам, а одушевленные существительные склоняются по 8 или 9 падежам. Простое склонение имен существительных. Первый падеж – ниман, именительный, отвечает на вопросы кин, кто, муж, пчела, и мар, что, гурт, деревня. Второй падеж – аджон, винительный, отвечает на вопросы кине, кого, мушес, мае, что, гуртес. Третий падеж – вожматон, родительный, отвечает на вопросы кинлен, у кого, мушлен, мален, у чего, гуртлен. Четвертый падеж – люкон, разделительный, отвечает на вопросы кинлещ, от кого, мушлещ, малещ, от чего, гуртлещ. Пятый падеж – щотон, дательный, отвечает на вопросы кинлы, кому, мушлы, малы, чему, гуртлы. Шестой падеж – кельтон, лишительный, отвечает на вопросы кинтек, без кого, муштек, матек, без чего, гуртек. Седьмой падеж – тупан, соответственный, отвечает на вопросы кинья, согласно кому, мужья, мая, согласно чему, гуртья. Восьмой падеж – лещтон, творительный, отвечает на вопросы кинен, с кем, мушен, маин, с чем, гуртен. Сегодня мы изучили склонение неодушевленных и одушевленных имен существительных. Неодушевленные имена существительных склоняются по другим 7 падежам, с которыми мы познакомимся на следующем уроке. Тау кылдышкем дылы, дечлое.